Александр, скажите, пожалуйста, послание президента Республики Казахстан является историческим событием как для страны, так и для каждого гражданина Республики Казахстан. Как вы думаете, почему? Мое мнение складывается к тому, что именно в этом послании проведено широкомасштабное переосмысление всего 30-летнего пути, которое прошло наше независимое государство. За данный период лет, да, конечно, мы достигли успехов, они значимы, они очевидны, мы этому рады, но и накопились существенные проблемы, есть внутренние проблемы. Например, я считаю, что есть проблемы в системе управления государством. Она достигла своего апогея и уже совершенно не подходит стилю нашего государства. Во-вторых, внешние угрозы, они очень серьезные. Ситуация сложилась хуже, наверное, даже чем в 90-е, потому что внешние угрозы, они подвергают опасности нашу независимость, наш суверенитет и, конечно же, национальная безопасность тоже вопрос, который очень актуален. Причем, конечно же, я согласна и солидарна с мнением президента о том, что данные угрозы необходимо ликвидировать только путем проведения перемен. И причем мы все знаем прекрасно, что президент поставил вполне амбициозные задачи, которые требуют своего решения в плане времени не год, не два, а даже, может быть, больше. И я считаю, что надо быть готовым к этому, надо быть готовым к демократическим именно преобразованиям. И причем стиль президента — это как твердая рука, но в то же время близость к народу мне очень импонирует, я доверяю, и я, наверное, выражу мнение большинства, мы готовы к переменам. Скажите, пожалуйста, программа политических реформ, почему она необходима? Программа политических реформ – это вопрос актуальный на сегодняшний день, потому что, как говорится, общество уже не может жить по-старому, но еще не научилось жить по-новому. Поэтому, когда происходили трагические дни января, многие, наверное, считали о том, что да, наше руководство во главе с президентом сделает откат в плане того, что все останется так же, решатся какие-то мелкие проблемы и так далее. Но тем не менее, президент для всеобщего обозрения, так скажем, предложил свои инициативы, которые рассматривались народом, всеми слоями общества, и потом уже суммировал, так скажем, и представил в своем пакете реформ, который озвучил в своем послании. И я считаю, что эти направления, которые озвучены президентом, вполне обоснованы, имеют место быть и однозначно станут локомотивом политических реформ. Да, они нужны, они необходимы в нашей стране, потому что мы строим новое государство, новый Казахстан. Спасибо большое, Александр.